Марсель Хабибович более 40 лет отдал лесному хозяйству Республики Башкортостан и, более того, 25 лет отработал министром лесного хозяйства Республики Башкортостан. Поэтому его вклад переоценить, конечно, практически невозможно. Марсель Хабибович после отца, это был 1947 год, сказал: «Я буду как папа, лесником». Мы существуем как учебно-опытное хозяйство, как экскурсионный объект нашего города и республики. И очень много экскурсий, более 30 тысяч в год сюда приходят. И не просто лимонари, а именно коллекция многих растений людей интересует. Приезжают из других регионов, из-за рубежа. Это, во-первых, родоначальник всего лесного хозяйства Башкирии. И всегда Министерство лесного хозяйства несло знамя первого Российской Федерации. Башкирия была первой. Не Астрахань, а Башкирия. Он никогда не ругался. У него крайнее ругательство было: «Эх же, Гитляр же, Гитляр». Некоторые моменты, которые мне подсказывал Марсель Хабибович, мы сегодня внедряем в жизнь. Это цифровизация лесного хозяйства, это, например, новые методы лесоустройства. Мы это сидели с ним, обговаривали. Вся жизнь Марселя Хабибовича Абдулова посвящена лесному делу – созданию благоприятной окружающей среды во благо человека на бескрайних просторах Башкортостана. 25 лет он на посту министра успешно руководил лесным хозяйством республики. Создал научно обоснованную, технически оснащенную базу развития лесной отрасли на Южном Урале. Здесь было образовано Министерство лесного хозяйства. И он создал здесь империю лесного хозяйства. Наверное, так надо назвать. Почему? Потому что, вы подумайте только, он не только создал это здание, построил, он сразу построил, посмотрите, вот рядом для своих жильцов, значит, квартиры. Тут же магазин, тут же детский садик, который до сей поры действует. И он сегодня приносит вот всем жителям, которые здесь живут, дети рядом, работа рядом, спрос большой. С ним работать было просто, на работу люди ходили и радовались, что как праздник. Нигде не найдешь такого человека, который бы болел за лес, болел за работников, и поэтому и качество работы было великое и хорошее. Бурный рост был, и финансирование выделялось, даже по отраслям было. Вот на лесное хозяйство, на лесную промышленность, на жилье, на соцкультбыт. Марсель Хабибович Абдулов, министр лесного хозяйства Башкирской АССР, заслуженный лесовод России и Башкортостана, лауреат государственной премии, депутат Верховного Совета БАССР. За трудовую доблесть награжден 2 орденами – Трудового Красного Знамени, орденами Дружбы народов, знак почета. При нем, в общем-то, и началось становление лесного хозяйства в Республике Башкортостан как Министерство лесного хозяйства. И при нем же Министерство лесного хозяйства Республики вошло в число лидеров по Российской Федерации. Традиции, конечно, на сегодняшний день мы продолжаем, но нужно опять же понимать, что весь тот запал, который был вложен Марсель Хабибовичем, это и материально-техническое оснащение наших лесхозов, это и создание лимонарии, это и создание музея леса. Все это еще продолжает функционировать, но в то же время техника, например, которая была закуплена при Марселе Хабибовиче, уже устарела, и мы, конечно же, продолжаем традицию. Вот, например, только за последние 2 года мы более чем на 500 миллионов рублей закупили технику. Детство и юность Марселя Абдулова совпали с тяжелыми военными годами. Сполна познавший лишения этих времен, мальчик среди сверстников отличался твердым характером, желанием учиться, познать природу и леса родного края. Отец потомственный
лесник. Он был директором Нуримановского леспромхоза, Никольского лесхоза, военные годы, председателем райисполкома района в самые тяжелые годы войны. Вот в это время мы росли, и родители жили в центре Нуримановского района, Красной Горки. Я до сих пор помню, как отец помогал людям, которые эвакуировались из Москвы. И сейчас перед глазами, мне было там 10 лет, перед глазами люди, которые приехали в наш район во время такой страшной войны. И мы жили в эти военные годы очень дружно, помогая друг другу. Марсель всегда был с ним. Он его брал в лес, он брал на посадку, он брал. Есть вот фотографии, вы посмотрите, где он среди лесников, Марсель сидит рядом. И такой довольный подросток, что он среди таких лесников, которые работают в лесу. Никто, кроме отца, который работал в лесном хозяйстве, не научит своих детей тем азам науки лучше, чем там где-то учебник или какой-то преподаватель. После окончания школы, Красногорской школы, мы окончили эту Красногорскую школу, он поехал в Ленинград, лесотехническую академию. Мама педагог по образованию, и она всегда говорила, путь к совершенству – это образование. Она научила Марселя терпению, выдержке, ответственности. После смерти отца в 1947 году все воспитание мы получили от мудрой, умной и скромной женщины, как моя мама Газиза Ахбировна. Получив диплом инженера лесного хозяйства, Марсель Хабибович возвратился в родной район. Определили его лесничим Нуримановского лесхоза, затем главным лесничим, а вскоре молодого инициативного руководителя пригласили возглавить инспекцию лесного хозяйства и охраны леса по Башкирской АССР. После 6 лет плодотворной работы Марсель Абдулов стал министром лесного хозяйства республики. Если какой-то проект готовится, маршзал сидит, бухгалтерия сидит, значит, отдел лесного хозяйства, все это работают, ждут, пока Марсель Хабибович отбой не даст. То есть никто не противился, все знали, что это нужно для системы, для работы и для процветания нашего всего лесного хозяйства. У него идеи просто фонтанировали, как говорится. Он все новое схватывал. Вот поэтому, наверное, его уважали, потому что он чувствовал, что нужно. И людей, кстати, он чувствовал очень хорошо. Анна Баганеевна, бухгалтер, наш главный бухгалтер министерства, она, вот когда я был в Москве, подходили из Башкирии, а как там Анна Баганеевна, такая она была известная, а ведь она по существу не имела даже высшего образования, а это отличный была главный бухгалтер. Вот умел находить в людях жилку, понимал, чего они могут. С детства впитавший в себя романтику и очарование родной природы, воспитанный в лучших лесоводческих традициях, профессионал своего дела. Став во главе ведомства, с первых дней проявил себя новатором и созидателем. Он сделал первый в Уральском регионе цех по переработке пищевых продуктов леса. Это о чем говорит? Это пчеловодство, это электросырье, это тушенка в белом соусе. И потом, когда я уже стал главным охотоведом, мы ввели такое понятие, что промысловая добыча лося. Начали выпускать тушенку в белом соусе, лосятину, простую тушенку, которая шла на потребление лесников на посадке леса. То есть Марсель Хабибович продумал до мелочей всю структуру от и до.
То есть лесники получали эту готовую уже тушенку и уже применяли при посадке леса, обновлении наших лесопосадочных материалов. Лесной министр много строил, создавал, возродил лучшие традиции, экспериментировал, рисковал, но неизменно добивался успеха. Отделу селекционного семеноводства и химизации почвенно-химической лаборатории было дано задание изучить выращивание, сначала выращивать клюкву, крупноплодную американскую, потом выращивать также лимоны. А лимоны заинтересовались, это в лесной промышленности, в газете была статья о том, что в Узбекистане выращиваются особые сорта лимонов, юбилейные, ташкентские, которые дают очень большие урожаи. И Марсель Хабибович отправил меня с Марселем Абубакировичем Султановым, начальником отдела, именно туда, в Узбекистан. Мы поехали туда, изучили опыт выращивания. Надо подчеркнуть, что тогда связи были очень хорошие в Советском Союзе. Наше министерство и наш министр Марсель Хабибович Абдулов пользовался большим авторитетом. И его даже в Узбекистане Министерство лесного хозяйства знали. И с помощью Министерства лесного хозяйства Узбекской ССР мы подобрались к узбекскому лимонарию. И они нас хорошо приняли, потому что мы не просто приехали из Уфы, а именно вот лесники приехали, хотят выращивать. Нас очень хорошо принял Зайниддин Фахриддинов. Он лично с ним созванивался, и мы там изучили вот это. Я еще осталась, стажировалась там для того, чтобы изучить опыт выращивания. Но до этого мы ездили также и Горьковскую область, там тоже выращивали лимоны в катках, но это был маленький слишком проект для него. Он сказал, берем узбекский вариант. И таким образом мы изучили. Потом Зайниддин Фахриддинов, он подарил нашему министру 22 саженца лимонов через меня. Мы их посадили, у нас была цветочная оранжерея, и там вырастили лимоны. И он сказал, вот же растут, вот пошли первые урожаи, пошли первые плоды, и потом уже началось строительство нашего лимонария. Первоначально было запланировано 6 гектаров лимонария, но на сегодняшний день мы имеем 1 гектар, который заложился, открылся, вошла в эксплуатацию в 1990 году. И в этом же году мы привезли 1300 лимонных саженцев, посадили, и в этом году уже будет 30 лет, как они у нас выращиваются и плодоносят. И имеем свои 5 сортов, которых назвали Урман, конечно, Урман, потому что мы в лесном хозяйстве. И благодаря нашему Марселю Хабибовичу Абдулову. И еще Ляйсан, Салават в честь нашего героя Салавата Юлаева. И Зиля, и Уралтау в честь наших Уральских гор. Марсель Хабибович добивался внедрения в лесную отрасль самых передовых методов управления. Разработанные им и внедренные комплексные системы контроля за состоянием, охраной и защитой лесов позволили в короткие сроки внедрить современные технологии в лесохозяйственное производство. При нем мы создали комплекс лесоохотных хозяйств. Вы можете представить, в России не было, законом было запрещено лесному хозяйству вести охотное хозяйство. А мы комплексное лесоохотное хозяйство создали. Первую иностранную охоту в Российской Федерации, не в Башкирии, не в Уральском регионе, в Российской Федерации. И тогда от нас, от него, имеется в виду, мы ученики его все были. 36 субъектов Российской Федерации приезжали и учились. Марсель Абдулов всегда стремился ко всему новому, передовому. У него был исследовательский склад ума. В тесной связи с учеными и при его непосредственном участии были созданы молодые хвойные леса на вырубках Уфимского плато и бассейна реки Белой. Разработаны и внедрены методы озеленения крутых склонов, оврагов. Эти методы получили всеобщее признание лесоводов России. За передовым опытом ведения комплексного лесного и охотничьего хозяйства в Башкортостан ехали со всей страны. При Марселе Хабибовиче очень активно развивалась подсобное хозяйство в лесхозах. Были и зверофермы, были, и разливали березовый сок, и закатывали тушенку и так далее. В этом направлении мы тоже движемся. У нас, все вы, наверное, знаете уже, в Макаровском лесхозе, это в Ишимбае, мы начали фасовать чай, Иван-чай. Это как раз продукция леса. Мы сегодня активно развиваем торговлю саженцами и сеянцами. Только по прошлому году в разные регионы Российской Федерации было реализовано почти на 30 миллионов рублей. Активно работала
система агролесомелиорации при Марселе Хабибовиче, то есть это облесение крутосклонов в том числе. Мы уже тоже 3-й год в рамках федеральной программы по линии Минсельхоза Российской Федерации тоже также отрабатываем. Каждый год мы сажаем более 120 гектаров придорожных и полезащитных лесных полос. Это уже идет обновление, наверное, тех насаждений, которые были созданы при Марселе Хабибовиче. Ну и если говорить в общем про лесное хозяйство, про лесовосстановление, все-таки у нас, как Министерство лесного хозяйства, мы в первую очередь лесоводы, как позиционировал себя и Марсель Хабибович, поэтому приоритетнейшая задача – это у нас лесовосстановление. Вот по лесовосстановлению, по посадкам леса, по искусственному лесовосстановлению Министерство находится в числе лидеров по Российской Федерации. Традиционно уже на протяжении более 5 лет мы занимаем первое место по Приволжскому федеральному округу по объемам искусственного лесовосстановления. То есть это посадки наши. Министр лесного хозяйства всегда был в гуще событий. Следил за исполнением решений, встречался с директорами, лесничими, рабочими, жителями деревень, советовался со специалистами лесного дела. Марсель Хабибович Абдулов всегда занимался вопросами подготовки, расстановки и воспитания кадров. Одним из инициаторов, главных, я бы сказал, инициатором создания или переименования Уфимского индустриального техникума, Уфимский лесотехнический техникум, был наш первый министр, многоуважаемый Марсель Хабибович Абдулов, который в 1977 году при поддержке правительства республики внес предложение Министерства лесного хозяйства Российской Федерации о принятии этого техникума в состав Федерации лесного хозяйства. С этого момента Уфимский индустриальный техникум, вошел в состав Министерства лесного хозяйства Российской Федерации. Двойного подчинения. Подчинялся и Министерству лесного хозяйства Республики Башкортостан, и Министерству лесного хозяйства Российской Федерации. По учебной части, а по ведению лесного хозяйства Министерству лесного хозяйства Республики Башкортостан. Инициатором лесохозяйственного факультета в Башкирском сельскохозяйственном институте был Марсель Хабибович Абдулов, который работал в институте, в аграрном университете тогда с 1991 по 1994 годы. Напомню немного истории. Факультет был открыт в 1947 году. Окончив 2 курса лесотехнической академии Ленинградской, лесохозяйственный факультет, Марсель Хабибович по семейным обстоятельствам был переведен на 3-й курс, это в 1950 году, на лесохозяйственный факультет нашего института. Окончил в 1953 году. С 1966 по 1991 год он был министром лесного хозяйства. По окончании с 1991 года по 1994 год работал здесь, на кафедре лесоводства, профессором кафедры лесоводства нашего института. Теперь тогда был университет. Надо сказать, что он был инициатором 2-го рождения факультета. Факультет просуществовал с 1947 по 1961 годы и повторно был возрожден в 1979 году. Уже с помощью Марселя Хабибовича Абдулова. Обучаюсь по направлению ландшафтная архитектура. Стипендия мне назначена за мои заслуги в сфере учебы, также в сфере творческой деятельности. Марсель Хабибович является мне примером для подражания, для нашего поколения. Как все мы знаем, Марсель Хабибович очень хорошо играл на аккордеоне, а я очень хорошо играю на курае, например. Ну, сейчас я вам сыграю даже. Несмотря на то, что он был профессор и министр много лет, он со студентами работал на посадках леса, сам прям сажал с лопатой, сам с мечом Колесова. То есть он не стеснялся этой работы, наоборот, учил. Посмотрите, уважаемые студенты, как нужно правильно сажать лес. По инициативе Марселя Хабибовича, в то время еще в Башкирском сельскохозяйственном институте был открыт факультет лесного хозяйства, в том числе тот факультет, на котором я проучился, получил высшее образование, ну и пошел вот по такой, скажем, карьерной лестнице работника лесного хозяйства, начиная с мастера леса. Сегодня вот работаю министром лесного хозяйства, и я очень рад, что я являюсь продолжателем идей, начинания такого
государственного, политического деятеля и, самое главное, лесовода Республики Башкортостан Марселя Хабибовича Абдулова. Ну, когда артисты приезжали, ну и другие знаменитые люди в Уфу, их размещали в нашей гостинице. Поэтому в этой гостинице была Алла Пугачева, дважды на гастроли приезжала, жила в нашей гостинице. София Ротару 4 раза приезжала, 3 раза с мужем Анатолием Евдокименко, последний раз без него. Была и Пахмутова с Добронравовым, тоже были, да, и Зыкина была. У Марселя Хабибовича был музыкальный слух, он играл на гармошках, которые тоже сейчас в музее хранятся, и шахматы, в которые они играли. Большое внимание уделял Марсель Абдулов пропаганде лесоводов республики. Он автор более 60 научных публикаций. В годы его работы организовывались научно-практические конференции с обменом опытом на предприятиях лесного хозяйства, с приглашением ученых-лесоводов из зарубежья. Уже будучи на заслуженном отдыхе, Марсель Хабибович занимался преподавательской деятельностью. До последних дней занимался вопросами состояния леса, прогнозного развития, создания единого мониторинга. Памятник он себе сам сделал. Это Министерство лесного хозяйства, которое занимало первое место в Уральском регионе. Также при Марселе Хабибовиче создавался музей леса Республики Башкортостан. Он функционирует. Мы проводим постоянно там экскурсии наших детей, учеников, студентов. И в этом году, вернее, в прошлом году мы начали работу по реконструкции небольшой музея, обновлению экспозиции и так далее. И вот, так уж забегая вперед, скажу, что приурочив к 90-летию со дня рождения Марселя Хабибовича, мы все-таки приняли решение, буквально на коллегии нашего министерства, придать статус музея леса и назвать его именем Марселя Хабибовича. Музей леса открыт в 1981 году на День работника леса. Это 3-й выходной сентября. Основатель музея леса Марсель Хабибович Абдулов был министром лесного хозяйства в 1966-1991 году. Он же основатель вольера. Сзади музея в парке вольер есть с животными. Первых медвежат он привез на своей служебной «Волге» в 70-м году. Машин было мало, он поехал в командировку и привез медвежат. Одного звали Капа, медвежонка, в районе Каповой пещеры его нашли, а одного звали Нугуш. Вот когда он их привез в Уфу, сварили первые клетки из арматуры, и медвежата были первыми жителями вольера. Сейчас там много животных: медведи, волки, лисы, рыси, кабаны. Я очень благодарна всем сотрудникам, всем нашим знакомым и родным, что все помнят. Почему? Потому что он действительно был таким, знаете, вот, как бы сказать, и скромным, и талантливым, и добрым, и отзывчивым. Мне приятно слышать о нем самые добрые воспоминания. Сын Олег летал на больших самолетах, и в течение 30 лет он был очень такой талантливым летчиком. Но старшая дочь Светлана, несмотря на свое здоровье, она была всегда дома. Дочь окончила институт имени Плеханова в Москве. Она сейчас здесь. Это самая младшая дочь. Самое главное – это те деревья, которые вот растут везде. Он очень много сажал. Лесопарк лесоводов в Башкирии. В те времена, мне казалось, отношение к лесу именно было несколько непотребительское. То есть лес – это его богатство, его надо выращивать. Это в первую очередь вот то, что он поднимал леса. Папа, он в семье, мы никогда не ощущали, что у него ответственная, вернее, мы ощущали, что ответственная работа, но все это оставалось как-то вот за
стенами дома. Самое, наверное, главное, что родители могут дать детям, это вот любовь, такую любовь очень большую, и которая во взрослую жизнь уже выходишь с этой любовью, которая поддерживает уже в последующем. Папа, он никогда он не воспитывал нас словами, так сказать, что ли, не ругал, не наставлял, нотации не читал. Вот как-то мы смотрели, как он работает, как он общается, как он живет, и вот это было самым большим воспитанием. Имя выдающегося руководителя, первого министра лесного хозяйства Республики Башкортостан увековечено. Работники и ветераны лесной отрасли поставили Марселю Хабибовичу мемориальную стелу. Его именем назван сосновый бор на берегу озера Кандрыкуль, музей леса в Уфе. Память о нем повсюду, в сердцах лесоводов, жителей Башкортостана, всех тех, кто его знал, работал. Марсель Хабибович всегда говорил, что лес – это моя родина. Это его слова. Лес – моя история. Лес – моя биография.